Верующих мусульман с праздником Курбан-Байрамом, но они причастны с длительными выходными. Спасибо, что проводите их с нами. Добрый вечер, я Альбина Хайруллина на канале БСТ. Время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Агенты в черном, съемки с воздуха и захват спецназом в финале. В результате спецоперации «Плетняк» накрыт бизнес нелегальных копателей в Белорецком районе. Работали нагло, с тяжелой техникой, и не исключено, что под прикрытием местных авторитетов. Специальный репортаж итогов недели. Каждый блок примерно 1 кубический метр, и его стоимость здесь на карьере 4000 рублей. Экспортная глубина 4 метра. Белую готовят к заезду грузовых судов класса «Река-море». По воде за рубеж будут продавать зерно. Поезда теперь не надо ждать и столичным автомобилистам. Тимашевский переезд открыт, а автопарк Башавтотранса пополнился еще сотней комфортабельных автобусов. Без блата, а по уму ради чиновничьего кресла даже залезали на стол. Все было в достаточно щадящем режиме. Лампой в глаза никто не светил. В прямом эфире канала БСТ прошел полуфинал лидеров Башкортостана. Кадры отныне будут отбирать по-новому. Вплоть до вчерашнего дня реально люди не могли поверить в то, что это конкурс не фейковый. Натянутая охота. Стрела более убойная, чем любая пуля, потому что она режет, она не проламывает и не запаивает. В России лук официально признали холодным оружием. Нужно ли получать охотничий билет спортсменам, где лук хранить, и как быть теперь с кружками, где учат школьников метать стрелы? Он же у меня на дороге родился, когда я его родила на дороге, поэтому он гаишником стал, наверное. Любит сладкое, не терпит спиртного и тоже платит штрафы. За что еще будущему полковнику приходилось стоять в углу, экономить 10 копеек и бриться на лысо. Самый популярный госавтоинспектор страны онлайн, полковник Динар Гильмудинов, отмечает золотой юбилей. Взятки предлагали? Предлагали. Сегодня мусульмане всего мира отмечают священный праздник Курбан-Байрам, один из самых важных в исламе. Во всех мечетях республики, а их более 1000, прошли торжественные службы. Мусульман поздравил руководитель Башкортостана Ради Хабиров. После праздничного намаза верующие перебрались на специальные площадки для традиционного ритуала жертвоприношения. В Уфе они расположились у деревни Зинина и за Северным автовокзалом. Репортаж Максима Окунева. Молитвенные коврики у соборной мечети Ля-Ля-Тюльпан верующие расстилают с 8 утра. К этому времени свободных мест внутри уже нет. Склонившие головы в праздничном намазе – мужчины, женщины, дети и старики. Все как положено в священный праздник, в чистой одежде и с благими помыслами. Наши отцы и деды верили, и мы тоже так же верим, и своих детей учим, чтобы они верили на истинную, честную мусульманскую веру. Встали сегодня в 5 часов утра. Обязательно нужно, чтобы запах блинов пошел по квартире. И вообще вот это умиротворение дает. Очень хорошо влияет на весь организм, когда вот в мечети бываешь. С праздником всех верующих мусульман поздравил Верховный муфти России. Талгат Таджудин призвал молиться о мире, спокойствии и процветании страны, оберегать от зла близких и прощать обиды. Опираясь на духовно-нравственные ценности наших традиций, мы сможем, даст Бог милосердный, сохранить нации и родной язык, преемственность поколений и стать ответственным обществом и процветающим государством, оплотом мира и стабильности, добрым примером для всего мира. Курбан-Байрам знаменует окончание хаджа, когда следует принести жертву Аллаху, животное, проявлять доброту и милосердие и помогать обездоленным. Сегодня праздничный намаз и проповедь хутба звучит во всех мечетях республики. Их насчитывается более 1100. Тем временем у въезда в Уфу большая торговля. Забои баранов производят на специально отведенных местах за высоким забором, чтобы отвести взгляд прохожих. Скот для жертвоприношения приобретают упитанным. В целости должны быть все конечности. Только при соблюдении всех требований баранье мясо можно будет называть халяльным. Не должно хромать. Зубы, как говорится, все должны быть в целостности. Если выбирать с рогами, то рога должны быть не отколоты, не треснутые, все прочее, не поломанные. В этом году ветеринары учли замечания верующих. Животных чипируют без отсечения части уха. По этому чипу можно определить, где барашек родился, рос, чем питался, не было ли болезней. Разделывают тушу ровно на 3 части, согласно мусульманской традиции. Одну часть
себе, одну часть с родными поделиться, а одну часть можно отдать для мечети. Поделиться с нуждающимися, быть покорными Всевышнему, потому что равны все, независимо от достатка и мирских регалий, говорят верующие. Отмечают Курбан-байрам, вкушая сочный плов. В честь праздника в некоторых кафе и ресторанах посетителей блюдом угощали бесплатно. На халяль-фесте за несколько часов приготовили почти 10 тысяч порций. Ушло у нас 300 килограмм мяса на это все, 500 килограмм риса и 500 килограмм моркови, где-то вот так. И чтобы люди о нем знали уже во всеуслышание, да, раздаем плов бесплатный, игры, детские праздники. А у Хамзи Нагатуллина из Иглинского района сегодня есть особый повод для гордости. Курбан-байрам совпал у него с 80-летним юбилеем. Мулла из села Турбаслы полжизни отдал служению Аллаху, был имамом в мечети Ислам, воспитывал 5 детей. А сейчас дело всей жизни передал сыну. Всю жизнь стремился к праведной жизни, и детям то же самое прививал. И все же человек грешен от природы, поэтому для нас, мусульман, Курбан-байрам нельзя игнорировать. Нужно молиться и следовать всем правилам. Верующие говорят, что праздник символизирует вовсе не готовность пролить кровь, а готовность к жертве ради веры. Именно в эти дни желание помочь ближнему, чему учат все религии мира, для мусульман обретает вполне реальный смысл. Щедрость и гостеприимство в основе праздника. Курбан-байрам, или как он звучит по-арабски, Идаль-адхо, весь мусульманский мир будет отмечать ближайшие 3 дня. Максим Окунев, Рамзия Каримова, Артур Елаев. Итоги недели. В Белорецком районе накрыли нелегальных добытчиков плитника. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Ради Хабиров. По словам руководителя республики, это была спецоперация с участием нескольких подразделений силовых структур и контрольного управления администрации главы Башкортостана. С агентурной работой, съемками с дронов и захватом спецназа в финале. Черных копателей задержали в лесном массиве Осинского сельсовета. Ради Хабиров не исключил, что у бизнесменов есть связи с местными чиновниками. Руководитель региона написал, что уголовное расследование будет доведено до конца, чтобы были наказаны не простые работяги, а те, кто снимает сверхприбыли с разграбления Башкирии. И попросил жителей республики сообщать ему впредь о подозрительных копателях. Напомню, наша съемочная группа уже была на этом карьере месяц назад. Что изменилось с того времени, расскажет Азат Самирханов. Отряд «Гром» обрушился на стоянку копателей молниеносно. На месте оказалось лишь 4 приезжих мигрантов, хотя в июле на карьере их было с десяток. Говорят, что прибыли из Самарской области и живут здесь ровно 2 месяца. На стоянке рабочих 4 вагончика, в каждом по несколько кроватей, так что трудовой коллектив карьера большой. Но самое интересное, что здесь есть вся инфраструктура. Баки с питьевой водой, дрова, бани и вот такая вот сторожка, на которой установлен дизель-генератор и спутниковая антенна, обеспечивающая как мобильную связь, так и интернет. Рядом с вагончиком стоит оранжевый погрузчик. Рабочие поясняют, что практически каждый день он кладет природный камень в кузовы тяжелых Уралов, которые добывают приезжие из Средней Азии. Мы берем лом. Вот так поднимаем его. И зубилый молоток. Вот так колотим. Разделяем напополам. И тут двойка, 1,5 сантиметра выходит. И именно поддон собираем. Все. Далее плетняк укладывают в палеты для транспортировки и вывозят за пределы республики по лесной дороге, ведущей в Челябинскую область. Эти кадры мы снимали в начале июля. 2 10-тонных Урала, доверху груженных природным камнем, проследовали в обход весового контроля к федеральной трассе М5. Таких рейсов в день может быть несколько, говорят жители близлежащих деревень. И добавляют, что работают копатели уже не 1-й год. Наше население безработное, они приезжают как воровски, перерыли с чужими руками. Ни государство, ни налоголожения, ни для нашего населения никакой пользы нету. Это кто-то лишние отдельные люди себе карман оббивают. Хотя по документам арендаторы делянки Челябинской области имеют лицензию лишь на геологоразведку, то есть изучение пород для дальнейшей разработки, но никак не вывоз десятков тонн осинского лимезита с карьера. Мы были здесь месяц назад, решили проверить, действительно ли в лесной чаще действует нелегальный карьер по добыче камня.
Путь нелегок. Вброд переходили Лемезу, пару километров вверх по размытой от дождя и огромных колес дороги. Наконец, поляна, где работает тот самый погрузчик и несколько человек, которые представились геологами. А у вас тут что? Видите, камень набиваем. Пока. А что же камень упаковали вы? Ну, нам сказали, упакуйте, сразу упакуем. А вы как геолог знаете, это что, какой-то ценный, что ли, или что? Ну, знаем, что да, стоит он чего-то. Ну, ниже еще там, дороже что-то есть. То есть вы туда? Нам это не интересно. Нам глубже. Что хотят найти на глубине 8 метров эти геологи, непонятно. Но добываемый попутно камень, который им якобы не интересен, весьма востребован на рынке и при грамотном использовании приносит немалые доходы. Вот так выглядит природный камень после обработки. За этим холмом карьер. А вот здесь мы видим аккуратно уложенный плетняк. Каждый блок примерно 1 кубический метр. И его стоимость здесь на карьере 4000 рублей. Но после шлифовки и другой нехитрой обработки, говорят специалисты, где-нибудь в Москве этот камень будет стоить на порядок больше. География поставок осинского лимезита широка, от Санкт-Петербурга до Грозного. Местные жители говорят, что по номерам грузовых фур, приезжавших сюда ранее, можно было составить едва ли не полную карту Европы. Ну а для локальных покупателей сервис организован прямо по краям проезжей части. В нескольких стах метрах от этого карьера лежит плетняк, аккуратно упакованный в полиэтилен и готовый к транспортировке на небольшом фургоне. То, что арендаторы башкирских недр из Челябинской области добывают и продают камень, показали и проверки Минэкологии. Грузовик с лимезитом недавно задержали на федеральной трассе М5. Нами возбуждено дело об административном правонарушении. В большей степени они начали на сторону отгружать камень. Вот ввиду этого нами возбуждено как незаконная разработка камня плетника на данном участке. Похоже, административной ответственностью местные дельцы не отделаются. Власти республики намерены искоренить геологов, пчеловодов и прочих арендаторов, которые грабят наши ресурсы под видом исследований, вывозя их за пределы Башкортостана. Дают работу с доходом в 35 тысяч приезжим мигрантам, хотя могли бы местным жителям. А о рекультивации недр или лесных массивов даже не задумываются. Зачем, если можно просто разрабатывать и зарабатывать? Вот только у правоохранительных органов таким предпринимателям большие вопросы. Речь идет о возбуждении уголовного дела, разумеется, отзыве лицензии. И так будет с каждым, кто захочет работать по-черному, говорят в контрольном управлении администрации главы Башкортостана. Азат Самирханов, Булат Садриев, Рафик Ахмедшин. Итоги недели. Добавлю, что первые шаги по наведению порядка среди недропользователей Ради Хабиров сделал еще прошлой осенью. Тогда по поручению руководителя Башкортостана Минэкологии аннулировала лицензии разработчиков. Руководитель республики лично выезжал на карьеры и вникал в суть вопроса. И вот системный подход дал свои первые результаты. Силовые ведомства, контрольное управление администрации главы и экологи скоординировались и будут продолжать, что называется, дожимать нелегалов. Ну и к другим темам. Автомобилисты столицы теперь не следят за расписанием поездов. Речь о тех, кто направляется в северную часть города. В последний рабочий день недели уфимцы смогли наконец-то без пробок выехать в сторону Бирского тракта. Строители ввели в эксплуатацию Тимашевский путепровод. По нему же проехали новые автобусы Башавтотранса. Государственный перевозчик получил 110 единиц общественного транспорта, которые разделили на 13 городов, а также Красноусольск и Мисигутово. Азат Садриев о впечатлениях автовладельцев и пассажиров. Пятница в 8 часов утра. Из-за проезжающего состава красный свет семафора образовал на Тимашевском переезде затор в обе стороны. На Бирском тракте люди опаздывали в город, уфимцы спешили на выезд. Но теперь о неудобствах можно забыть, как страшный сон. До открытия Тимашевского путепровода остался буквально 1 час, и после этого долгожданного события сотни автовладельцев, которые простаивали в пробках из-за очередного проходящего поезда, смогут вернуться в Уфу гораздо быстрее. Профессионалы. Разбитая на счастье бутылка шампанского ознаменовала конец 3-летнего строительства путепровода. Его протяженность с подъездными путями превысила 1 километр, а стоимость составила 937 миллионов рублей. Пропускная способность – 20 тысяч автомобилей в сутки. Руководитель республики поблагодарил рабочих и отметил, что теперь их труд востребован на других объектах.
Здесь мы северную часть соединяем с Бердским трактом. Здесь люди просто мучились все это время, долгими часами ждали, когда можно будет проехать. Мы сейчас активно вместе с нашими коллегами, вместе с городом работаем над тем, чтобы все-таки транспортную инфраструктуру города сделать удобной. Удобство уже ощутили жители населенных пунктов и сотрудники промышленных предприятий, расположенных за Тимашевским переездом. Там же находятся и одноименные кладбища, куда на церемонию погребения из-за пробок не всегда удавалось доехать вовремя. Теперь эти проблемы остались позади. В ближайшее время рабочие разберут старый переезд, но дискомфорта процесс водителям уже не доставит. Еще остатки работ есть. Наверное, в течение месяца-полутора будут они продолжаться, но движение будет беспрерывно. И вот они, первые автовладельцы, которым удалось проехать над железной дорогой без остановки. Но в первое время многие по привычке объезжали мост по старому переезду. Я сейчас еду на работу, и когда поеду домой, надеюсь, что обратно поеду без пробок по новому мосту. Да, и мы очень рады, вообще очень рады, потому что мы реально всю жизнь ждали строительства моста. Мы коренные жители Тимашева, мы очень рады. Прям для нас это событие, это мирового масштаба, так скажем. В тот же день, пока город еще спал, по улицам столицы проехала колонна автобусов, которая растянулась на несколько километров. Весь масштаб можно было оценить лишь с высоты птичьего полета, когда машины прибыли на парковку Уфа-арены. 110 единиц общественного транспорта пришлось выстроить в 3 ряда. А чтобы ощутить комфорт, с которым будут ездить пассажиры, стоило зайти в салон. Сиденье, ремни безопасности, сиденье, спинка регулируется, можно откинуть. Подлокотники тоже можно поставить, можно убрать, кому как удобно. А еще система кондиционирования и вентиляции, современные электронные помощники для водителя. Ключи от новых автобусов вручил Радий Хабиров. Руководитель республики отметил, что только благодаря сохранению предприятия «Башавтотранс» жители отдаленных населенных пунктов могут доехать до своих райцентров или Уфы. Маршруты государственного перевозчика проходят там, где частникам ездить невыгодно. Я уже не раз говорил, что вот такой большой республики, как наша республика, должна быть обязательно своя государственная транспортная компания, коей долгие годы являлся Башавтотранс. И я хотел поблагодарить сегодня всех тех, кто вместе с нами боролся за компанию и сделал так, что сейчас компания становится на ноги и становится, наверное, одним из главных перевозчиков. 55 междугородних и столько же пригородных автобусов сверкают под солнцем. На них уже нанесены фирменные логотипы перевозчика. Осталось лишь запрограммировать электронное табло с маршрутом, и можно выезжать в рейс. Внешне пригородные и междугородние автобусы ничем не отличить. Разница кроется внутри салона, а точнее в его вместимости. Для более коротких расстояний автобус рассчитан на 19 человек, но для дальних междугородних поездок на 17. Места здесь побольше, да и кресла комфортнее. Новый общественный транспорт получили автопредприятия 13 городов, а также Красноусольска и Мисигутова. Домой отправились от Уфимского автовокзала, в том числе и через Тимашевский путепровод. Пассажиры были удивлены, увидев такие автобусы. До столицы они добирались в куда менее комфортных условиях. Омрачительно была эта езда. Автобус такой был уже в плачевном состоянии. Я как бы водителю сказала, говорю, добивайтесь, чтобы люди не мучились, а ездили с комфортом. И люди будут как бы пользоваться вашими услугами, автовокзалом, а не ездить там с универмага, как говорится. До начала осени все райцентры республики будут соединены с Уфой маршрутами Башавтотранса. На следующей неделе ожидается передача государственному перевозчику еще 100 единиц техники. Всего же автопарк предприятий увеличится на 550 современных автобусов разного класса. Азат Садриев, Артур Ханов, Шамиль Каримов и Ильшат Казакулов. Итоги недели. Уфа. Меняются и водные маршруты региона. Республика выходит на экспорт зерна по воде. Первая партия должна отправиться в Иран уже в конце августа. Единственная проблема – местами очень мелко. Именно поэтому на реке Белой в Илишевском районе начались дноуглубительные работы. После их завершения к местному элеватору смогут подойти суда класса «Река-море». Все подробности у Руслана Батыргареева. 5-6, а местами и 9 метров по фарватеру реки Белой в районе села Груздевка. Этой глубины вполне достаточно, чтобы к Илишевскому элеватору подошли крупные товарные суда, рассказывает Фарид Мингазов. Он уже более 30 лет работает мастером водных путей, следит за обстановкой на просторах Агиделя. Последние 2-3 года
более-менее уровень воды поднялся на реке. Вот, допустим, отработать вот этот участок, вот, 1-2 участка, до Груздевка реально можно зайти уже, морские суда. Это тот самый проблемный участок на реке Белой, Верхнемуштинский перекат. Глубина здесь в районе 3 метров, чего недостаточно для прохождения грузовых судов водоизмещением до 5000 тонн. Сейчас здесь начаты дноуглубительные работы. 150 кубометров в час. Один за другим черпаки достают со дна Белой песок вперемешку с глиной. Задача – углубить фарватер в этой местности до 4 метров. Сейчас здесь могут проходить суда с осадкой 2 метра 80 сантиметров. При увеличении глубины суда ухода до 4 метров могут сюда заходить с осадкой уже 3,80. Все ради того, чтобы сюда могли зайти грузовые суда класса «Река-море». Водный транспорт уже давно считается одним из самых дешевых способов грузоперевозок. На одном из заседаний инвестиционного часа инвестор ОАО «Илишевский элеватор» обратился к Раде Фаритовичу с просьбой провести эти дноуглубительные работы с целью транспортировки зерна в Иран и в Турцию, то есть с целью выхода на Каспийское море. Получается не только низкая цена на транспортировку зерна, но и транзитный морской путь на зарубежные рынки. Решение начать дноуглубительные работы было принято в рамках того же инвестчаса. Предварительная стоимость работ – 25 миллионов рублей. До этого мы доставляли груз только до портов Астрахани и Ростова-на-Дону. И приходилось перегружать на большегрузные суда. Это опять создает дополнительные затраты, удорожание грузоперевозок. Работы на Верхнемуштинском перекате ведутся и днем, и ночью. За сутки земснаряд проходит примерно 30 метров вдоль реки. Ширина фарватера 90 метров. Габаритная техника зигзагообразно, словно раскачиваясь справа налево, убирает донные отложения. Но углубительные работы между Груздевкой и Актанышем планируется завершить за 2 недели. Земснаряду предстоит отработать в общей сложности около 600 метров по фарватеру. И в скором времени здесь смогут пройти суда класса «Река-море», груженные башкирским зерном. Руслан Батыргареев, Нурислам Хайриев, Иван Демидов. Итоги недели. Илишевский район. Башкирские лучники высказались по поводу нового закона об оружии. Отныне лук признается полноценным приспособлением, пригодным для охоты. Для того, чтобы его использовать, необходимо получить разрешение в Росгвардии. Специалисты считают, что это положительным образом скажется на развитии всей охотничьей индустрии России. Спортсмены же, наоборот, боятся, что нововведение погубит стрельбу из лука как дисциплину таковую. Артур Шамсудинов выслушал доводы сторон и лично испытал, каково это метать стрелы. Надо отметить, что ни одно животное не пострадало. Стрела более убойная, чем любая пуля, потому что она режет, она не проламывает и не запаивает непосредственно раму зверя. Вот смотрите, если сейчас посмотреть, вот здесь есть зона попадания, вот она имитирует легкие. Сейчас мы как бы пробили зверю легкое. С луком и стрелами каждый день Эрнест Ураков организует охоту на зверей. Правда, не настоящих, а бутафорских и не в диких условиях, а в тире. Желающих пострелять из метательного оружия набирается достаточно. Среди них немало охотников, которые были бы не прочь применить свои навыки в естественной среде, но не могли из-за запрета. Во-первых, это более спортивная охота, то есть вы сравниваетесь со зверем по шансам. Во-вторых, давайте говорить честно, это более честная охота, потому что вы охотитесь своей силой против силы зверя. Никто, как говорится, вам не помогает снаряжать оружие, химические процессы и прочее. Все зависит только от вас. Вся сила, вся возможности только ваши. То есть ваша сила против силы зверя. С нового года охота на зверей с помощью лука станет абсолютно легальна. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Это значит, что право на лучную охоту получат все охотники, у которых есть билет. Новый закон обяжет получать на лук такое же разрешение на хранение и ношение, как и на огнестрельное оружие. Владельцы должны будут пройти комиссию и зарегистрировать лук в Росгвардии. На протяжении столетий лук был универсальным оружием, с помощью которого люди добывали себе пропитание или вели войны. В современные годы он имеет больше сакральное или спортивное значение. Вот теперь законодатели вновь вернули ему боевую функцию. Правда, уже нашлось немало противников, которые не согласны с принятыми поправками. Тревогу забили спортсмены, которые используют лук для стрельбы по мишеням. Юлай Галиулин, основатель движения «Меткий лучник», пропагандист этого вида оружия как национального для башкир. Мужчина считает, закон может загубить спортивную дисциплину. Перспектива получать охотничий билет просто отпугнет многих от занятий. По идее, это палка с веревкой. То есть я, например, тетиву скинул, это просто палка.
Вместо тетивы могу накинуть шнурки от кроссовок. Тогда будут ли шнурки от кроссовок считаться оружием? Вот вопрос. Например, тогда можно любого привлечь, понимаете? То есть я могу любую палку нагнуть, там шнурок накинул, уже все, оружие. Вот. Ну, здесь таких вот спорных моментов очень много. Если, например, в территории России это как бы, ну, может быть, охотничье оружие, но у нас это национальный вид спорта. Впрочем, законодатели поправляют. Речь идет о луках, сила натяжения которых 27 килограммов и выше. Спортивные снаряды под такие критерии не подходят, поэтому переживать не стоит. Между тем, в Республиканской ассоциации охотников уверены, нововведение положительным образом скажется на развитии всей охотничьей индустрии России. Ну, Европа, будем говорить, давно уже освоила эту стрельбу с луком. Это этичная, аккуратная охота, которая дает, в общем-то, хорошую, зарекомендовалась ее с хорошей стороны. Это спортивный вид, это даже не с ружьем. По большому счету, лично я поддерживаю этот вид спорта. Сейчас те, кто охотится с луком, попадают под статью о браконьерстве. С вступлением в силу поправок они смогут метать стрелы легально. При этом истинные браконьеры такое оружие использовать никогда не станут. Слишком хлопотно и опасно. Авторы поправок добавляют, в последнее время МВД фиксирует множество фактов использования метательного оружия. Закон поможет контролировать эту сферу. Артур Шамсудинов, Вадим Исламов и Газис Валитов. Новости. Новые кадры на подходе. В Уфимском конгресс-холле Таратау прошел полуфинал проекта «Лидеры Башкортостана». Инициатором создания команды нового поколения стал Ради Хабиров. Кандидаты уже прошли несколько этапов отбора. Это различные тесты и создание видеовизитки. В полуфинале им пришлось проявить не только интеллектуальные, но и организаторские способности. За всем происходящим наблюдала Анастасия Ильчебаева. Мы уже определили время, 2 минуты, пишем уже. Мы сейчас уже все. За проблему. Озвучим проблема. Ребят, тихо. Проблема, слабое информирование. Здесь нужно постараться услышать и быть услышанным, что тяжело, когда нервы и время на пределе. Почти 200 участников из незнакомых друг другу людей они должны были превратиться в команду. И это при том, что конкурсанты здесь из совершенно разных сфер. Являюсь руководителем проектов одного из системных интеграторов. Занимаюсь я процессами, процессным управлением и IT. Я являюсь председателем общественного совета при администрации Демского района. Работаю в сфере добычи газа, являюсь адвокатом. Но их различия, возможно, даже плюс. Каждый, рассказывает конкурсант, и пытался привнести в решение задач свой профессиональный опыт. С кейсами приходилось справляться не только сидя за столом, но и стоя на нем. Перед тем, как построить команду, нужно хотя бы научиться строить элементарные конструкции. Вот смотри, там дальше. Но все, конечно, куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Кейсы были специально разработаны для конкурса. Казалось бы, какая связь между вязанием австрийского узла и управленческими навыками. Но организаторы продумали испытание так, чтобы можно было понять, насколько человек способен менять манеру поведения. Среди жарких дискуссий не сразу разглядишь одних из самых важных людей этой встречи – модераторов, которые следили за участниками. Задания конкурса были направлены на выявление качеств идеального управленца. Это, во-первых, умение договариваться. То есть слышит ли человек других, в состоянии ли он аргументировать, отстоять свою точку зрения. Второй блок большое качество – это как человек принимает решения. Исходя из интуиции, основываясь на фактах, основываясь на мнении окружающих, на экспертном мнении. Еще один большой блок качества – это то, насколько человек в состоянии обработать большой объем информации, причем быстро обработать. До полуфинала конкурса дошли 195 участников. Вот они сидят за этими столами. Дальше после этого этапа пройдут 70 человек. Лишь 50 из них получат в конце проекта главный приз, а именно предложение о руководящей должности в госструктурах. На полуфинале участники могли также презентовать свои проекты, изменения, которые они хотели бы привнести в республику. Я, так скажем, помешан на идее цифровой трансформации к индустрии 4.0. Каждая индустриальная реформа, она оставляет победителей и проигравших. То есть, кто не успевает за ней, они проигрывают. Индустрия 4.0, которая подразумевает исключение человеческого участия, так скажем, в процессах производства. И я считаю, что для нас очень важно сейчас успеть за этим паровозом. Самая главная моя цель – это оценить себя, оценить, насколько я достойна, насколько я продвинулась в своем развитии, и познакомиться с людьми для дальнейшего общения, развития своего, и помочь республике – это самое главное. «Лидеры Башкортостана» – это проект, который был направлен на то, чтобы найти новых и современных управленцев, дать возможность талантливым вырваться без связи и кумовства. Хотя были и те, кто надеялся договориться. Письма, звонки,
Вопросы, неужели вот совсем нельзя ничего не сделать? Вплоть до вчерашнего дня, реально люди не могли поверить в то, что этот конкурс не фейковый. Все хотят каким-то сияющим высотам, но проблема в том, что сияющие высоты хотят, чтобы там оказались люди, которые способны на что-то. Вот поэтому, собственно, и идет вот этот отбор, поэтому и пытаются найти каких-то людей, которые объективно усилят команду, а не просто будут чьими-то какими-то близкими друзьями или членами семьи. На поиски толкнул кадровый голод. Стало понятно, что кандидатуры, лежащие в папках у руководителей, не те, которые хотелось бы видеть. Пришлось выходить на улицы, а точнее в интернет. Из более 4000 зарегистрировавшихся на сайте проекта до полуфинала добрались менее 200 человек. Все было в достаточно щадящем режиме. Лампой в глаза никто не светил. Без воды и еды людей в одиночных комнатах не оставляли. Все было в рамках существующих психологических тестов и корректировок. Но здесь вот эти 195 человек – это люди, которые действительно являются лучшими. После этого этапа останется лишь треть участников. Но если не в финале, говорят конкурсанты, то в обычной жизни полученные навыки во время проекта точно пригодятся. А менять республику в лучшую сторону можно, не только занимая чиновничье кресло. Анастасия Чебаева, Булат Закирьянов, Виталий Ермаков. Итоги недели. Владеть иностранным как родным – такую цель ставят перед своими учениками первые полилингвальные школы в Уфе. Сейчас они находятся на завершающем этапе строительства и уже в сентябре распахнут свои двери в Демском и Советском районах города. И главная изюминка в том, что дети будут изучать основные предметы на иностранных языках – английском, французском и даже китайском. Все подробности в материале Юлии Нигматуллиной. Мы с вами сейчас заходим в лингофонный кабинет, то есть здесь дети будут заниматься иностранными языками. Здесь пока тихо, пусто и пахнет краской, но уже через 3 недели этот школьный кабинет наполнится звуками иностранной речи, а его техническое оснащение не будет уступать передовым вузам страны. В так называемом лингофонном кабинете дети смогут максимально погрузиться в языковую атмосферу. Наушник, компьютер, и связь с преподавателем. То есть ребенок огражден от соседа своего, это отдельные кабинки для ребенка, и возможность связываться онлайн с преподавателями, не только преподаватели, который сидит в классе, но и с преподавателями из других, даже, может, стран, городов. Вырастить полиглотов, которые будут владеть иностранными языками как родным. Такую цель ставят в 2 новых уфимских школах – 44-й и 162-й. Они получат статус полилингвальных. Суть в том, что некоторые основные предметы, такие как, например, математика, химия, биология, будут преподаваться на английском языке, а музыка и окружающий мир – на башкирском. Переход будет постепенным. Для учеников начальной школы лишь около 5% урока математики пройдет на английском языке. Остальная часть традиционно на русском. Сначала будет билингвизм, то есть плавный переход на полилингвальность. Например, предмет «Окружающий мир», раз он связан с природой нашего родного края, будет изучаться, например, на русском и башкирском. Математика, так как там много терминов именно на латинском, или химия, биология, будут данные предметы преподаваться на английском и русском. Планируется, что первоклашки, которые пойдут в школу в этом году, к старшим классам смогут полностью овладеть иностранными языками. И для них та же математика будет преподаваться уже полностью на английском. Кроме того, в школах будут изучать немецкий, французский, турецкий и китайский. Количество часов по основным иностранным языкам будет увеличено вдвое. Для оснащения современным оборудованием каждой школе было выделено по 110 миллионов рублей. На них закуплены, например, интерактивные доски, панели и цифровые лаборатории. Будет много объектов для дополнительного образования. Это и 3D-моделирование, это и робототехника, это спортивные секции. 3 спортивных зала здесь. Один из них соответствует всем международным стандартам и может проводиться международные соревнования. При этом одновременно с акцентом на языки здесь будут придерживаться и основного профиля. Для 44-й школы базовый уклон финансово-экономический. В этом году здесь проходит масштабная реконструкция. Часть здания 1937 года постройки была снесена. Взамен возведены 3 новых корпуса. Общая площадь около 20 тысяч квадратных метров. А вот Демская 162-я школа отстроена с нуля. Здесь планируют выделить медицинский профиль. Кроме всего прочего, в этой школе реализуется необычная концепция внутреннего оформления. Вместо номеров этажам будут присвоены яркие цвета. Так, например, стены 1-го этажа будут выкрашены в зеленый цвет, и их украсят фотографии Демского района. 2-й этаж будет желтым, и здесь будет все об Уфе. 3-й оранжевый, о Башкортостане. И 4-й синий будет посвящен России.
Строительные работы в обеих школах планируют завершить к сентябрю. И если в Советском районе учебное заведение уже полностью укомплектовано, то в Демском все еще идет набор учеников. Каждому первокласснику здесь обещают умные смарт-часы в качестве подарка к 1 сентября. Всего же в течение ближайших 5 лет в разных городах республики должны открыться 14 полилингвальных школ. Юлия Нигматуллина, Тимур Каюмов. Итоги недели. Спиртное категорически не признает, предпочитает лимонад из детства, обожает сладкое и был вынужден постричься на лысо, чтобы сэкономить на макароны с подливом. А еще он не терпит опозданий и не признает блатных номеров. Речь о главном госавтоинспекторе республики Динаре Гельмуддинове. Наша съемочная группа побывала у него в гостях, на работе и дома. Сложно поверить, но накануне самый популярный на просторах интернета полковник и сверхэнергичный человек отметил свой золотой юбилей. С чем наш медиахолдинг Динар Загитовича и поздравляет. Товарищ полковник, здравия желаю. Дежурная часть, Ильясов. Доброе утро, Марат Мажич. Как дела у нас? Так что по обстановке у нас 10 дорожно-транспортных происшествий. 1 человек погиб, 11 получили телесные повреждения. На работу он всегда добирается без пробок. И дело вовсе не во включенных маячках. Просто город еще спит. На часах 5:40 утра. Таков его внутренний будильник. У меня даже будильник не зазвонит, я уже просыпаюсь. Но будильник я все равно всегда ставлю по привычке. У меня один раз, если я позволяю прийти попозже, это субботу. В субботу я прихожу из дома, выезжаю в 7 утра. Это сейчас на погонах 3 большие звезды. Личный автомобиль, большой кабинет. В профессию Динар Гельмуддинов пришел сразу после армии, рядовым инспектором дорожно-патрульной службы. Нес ее вот на такой вазовской копейке, ярко-желтого цвета. Вот у вас красивые номера висят? Нет, у меня самый обычный, 583. Номер какой попался, такой попался. Да, был у меня такой момент, когда я инспектором ДПС был, у меня был номер 007. Ну не по блату, по очереди. Фотография для поста в Инстаграме с пожеланием доброго утра автомобилистам делается из этого окна. Лично полковник Гельмуддинов – топовый блогер. В подписчиках 96 тысяч человек. Через пару минут вся ночная сводка уже в соцсетях. Обратная связь не только онлайн, но и посредством личного приема граждан. Пара совещаний, инструктаж полка ДПС и вновь в дорогу. По пути спрашиваем о детстве, вспоминает первые карманные деньги. Родители 20 копеек дали мне в парикмахерскую. Я в конечном счете пошел в парикмахерскую, постригся под лысину, потому что под лысину постричься было 10 копеек, у меня осталось 10 копеек. Я пошел в столовую, купил, так скажем, чай взял и макароны с подливом взял. Как будто дома не кормили, в столовой было вкуснее. Макароны с подливом в рабочей столовой вкусом товарищ полковник спустя годы не изменяет, признается. Обожает сладкое. В списке кулинарных слабостей еще очпочмаки, манты, но исключительно маминого приготовления. Как родила, и машина застряла, раньше же таких дорог не было. Он же у меня на дороге родился, когда я его родила на дороге, поэтому он гаишником стал, наверное. А уже в 14 лет едет на республиканский слет юных инспекторов дорожного движения. Победный подарок – фарфоровую кружку бережно хранят в шкафу. Тут же детские открытки, фотографии, грамоты за хорошее воспитание сына. Повышенный спрос прежде всего с себя – это у Гельмуддинова еще с малых лет. Его и брата тоже в угол поставил отец. На полчаса, на 30 минут. А старший брат, Вадим-то прощения попросил, вышел. Я говорю, Улам говорит, ты тоже прощения проси, говорю, отца. Нет, я вырасту, говорит. Потом отец тоже говорит, ладно уже говорит, нет. Постоял до 30 минут, так и не вышел. Характер будущего начальника управления ГИБДД республики закалялся вот в этой школе села Мишкино. Окна на 2-м этаже. Вспоминает, как с мальчишками здесь катались по водосточным трубам, а после уроков помогали колхозу. Классный руководитель, который вела с 6-го по выпускной, подтверждает. Вместе убирали свеклу, готовили корм фермерским коровам, выезжали в походы. Ученик Гельмуддинов уже здесь был лидер, староста класса. Вот он. Угу. Ближе к девочкам. Ага, ближе к девочкам. Ну, замечания всегда бывали. За что? Ну, теперь я вспомнить не могу. Время прошло, сгладило. Теперь уже ходят на уроки в школы и детские сады преподавать правила дорожного движения. По возможности. Здесь теория на доступном языке, а уже через полчаса практика, совещание на другом конце города, где ведется ремонт дороги по национальному проекту. Исправлять ошибки здесь и сейчас – вот его жизненное кредо. Договориться с ним не получится. Вот, Артур, у тебя машина красивая стала. Вот теперь тебя все девчонки видят.
10 тысяч погибших на дорогах – это его страшная статистика за годы службы. Отсюда категорическое неприятие спиртного и пьяных за рулем. Недавно Динар Гильмудинов заплатил свой первый штраф за превышение скорости. Честно признается, не приметил временный знак об ограничении. Исключений из правил главный госавтоинспектор республики не признает. Сегодня в Уфе 9-й этап Терры Башкирии выиграл самый юный участник за всю историю турнира. 15-летний Айбулат Абдрахманов из Куюргазинского района обошел сначала всех своих земляков, а потом сумел выиграть и финальные скачки. Мальчика не смутило даже то, что на этот раз любительская Терра Башкирии проходила в рамках международного чемпионата наездников и жокеев стран Средиземного и Черного морей. На конно-спортивном празднике побывала наша съемочная группа. Материал Александра Усманова. Молодой жокей, 2 победы уже сегодня. 2 победы. Маленький жокей бесстрашно боролся с опытными соперниками. Если победу в отборочном старте на Кубок главы администрации родного Куюргазинского района можно назвать случайностью, то успех в первом финале уже закономерен. Доставшийся по жребию Гаяз тоже покорился Айбулату Абдрахманову. Во втором финале, когда юному победителю пришлось пересесть на лошадь, показавшую худшее время, жокеи откровенно прессовали, но он не сдался. Итог – 4-е место во второй скачке и победа на 9-м этапе. Сложно не было, потому что они, как объяснить, не знаю. Казалось, что вас там зажимали. Ну да, зажимали. Как вот от этого избавиться и как выйти из такого положения? Расскажите. Ну, не знаю, лошадка сама ушла вперед. Формат проведения соревнований Терра Башкирия, когда в состязание вовлечена вся республика без исключения, оценили и приехавшие гости. На этот раз ипподром Акбузат принимал не только любителей из Башкортостана, но и международные заезды и скачки. Николай Исаков, председатель Ассоциации рысистого коневодства России, признал проведение Терры Башкирии успешным опытом, когда вдохновляется не только конно-спортивное направление, но и сельскохозяйственная отрасль. Уфа на более высоком уровне проводит данное мероприятие. Она более ответственно относится к гостям, она более организована во всех этих вопросах, если другие региональные ипподромы нашей страны. На старт заездов вышли представители 6 стран, в том числе Мальты, Италии, Франции, Румынии, Сербии и, конечно, России. Наездники до последнего момента не знали, какая лошадь им достанется. Жеребьевка проводится за пару часов до старта, но для справедливости проводится 2 заезда. Во втором участники меняются лошадьми. Победитель едет на той, которая пришла последней. Получил огромное удовольствие наблюдать за сегодняшним соревновательным процессом. Все соревнования прошли на высоком уровне. Спортсмены показали шикарное мастерство. И придраться не к чему, нет никаких ни замечаний, ни нареканий. Сильнейший определяется по сумме набранных очков. На этот раз на Уфимском ипподроме прозвучал гимн Франции. Прекрасный ипподром и прекрасное впечатление о городе Уфе. В международном старте жокеев мог бы прозвучать гимн России в честь Айгули Диатулиной, но она принимала участие в этом соревновании вне зачета, для опыта. Победу в этом виде присудили Вадиму Салимханову. Благодаря ей Россия сравнялась с Францией в общем зачете международного чемпионата Средиземного и Черного морей среди жокеев. Александр Усманов, Роза Хабибуллина, Шамиль Каримов. Итоги недели. Такой выдалась уходящая неделя. Оставайтесь на канале БСТ. Хороших вам выходных. До встречи в эфире.